На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Старейшины за диалог между оппозицией и властью. Об этом они сказали президенту Абхазии. Вы имеете право давать нам советы, отметил глава государства. Более 200 байкеров отмечают дату создания своего клуба. Их приветствовал президент Абхазии Аслан Бжаня. В знак благодарности за радушный прием они вручили ему байкерский жилет. 20 вопросов на различные темы. 12 июля состоялась сессия парламента, которая длилась около 3 часов. С 12 июля приостановлена деятельность подведомственных Министерству культуры учреждений. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с представителями Совета старейшин Абхазии. Есть вопросы, которые мы должны обсудить. Мне важно услышать ваше мнение. Ваш опыт и заслуги дают вам право давать нам советы, сказал президент. Со своей стороны председатель Совета старейшин Аполлон Думава отметил, что они всегда выступают за созидание, за успешное развитие страны, за конструктивный диалог между различными политическими силами. Мы не состоим в политических партиях. Это было бы неправильно. Совет не должен поддерживать ту или иную политическую сторону. Мы обязаны способствовать диалогу между оппозицией и руководством страны, сказал он. Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в республике. Основная часть встречи проходила без участия журналистов. Клуб «Первый московский чаптер России» ежегодно приезжает в Абхазию. Здесь же и отмечают день основания клуба. В этом году их более 200 человек на 150 мотоциклах устроили парад байкеров по улицам Абхазии. Решение отметить праздник именно в нашей стране связано с красочными пейзажами республики, сказал в интервью абхазскому телевидению директор клуба Семен Нудельман. Сегодня российских байкеров тепло приветствовал президент Абхазии Аслан Бжаня. В знак благодарности за такой радушный прием байкеры вручили президенту байкерский жилет. Конечно же, за вами очень многие наблюдают, и для нас это большой плюс. То, что вы приехали к нам, и не впервые, а уже несколько раз подряд, это для нас является, скажем так, еще одной картинкой в мир. Наверняка вы расскажете много теплых слов своим близким, своему окружению. Это будет повышать имидж Абхазии, привлекательность нашей страны. Здесь, благодаря вам, новые нити дружбы, новые человеческие контакты. И это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всех вам благ. И знайте, что Абхазия для вас всегда открыта. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за теплый прием. Еще раз спасибо. Спасибо. Первый московский чаптер России, который образовался 16 лет назад, традиционно приезжает в Абхазию. Отмечаем наши юбилеи, наши дни рождения в Абхазии. Нам Абхазия очень близка, о чем я сегодня сказал президенту Абхазии. Мы любим Абхазию, все байкеры. Мы приехали в составе большой делегации. У нас было 240-250 человек, которые приехали только из Москвы. Сегодня мы уже разъезжаемся, но мы очень благодарны Абхазии за такой теплый прием. И я надеюсь, это будет не последний раз. Мы сделаем это традиционно. First Moscow Chapter Club приехал с единственной целью отпраздновать свой юбилей, восхититься красотами Абхазии, увидеть Абхазию. На наш взгляд, на взгляд жителей Абхазии, это несет под собой такую большую, хорошую, добрую инициативу туристическую, да, потому что круг общения у наших коллег очень большой. И я думаю, что каждый из них увидит Абхазию, полюбит ее всем сердцем, они и так уже ее любят, но полюбит еще больше и будет рассказывать о том, как у нас здесь хорошо. У нас уже есть опыт, и хочу вам сказать, что очень был большой резонанс. Это общемировое движение, ХОК, это Harley Owners Group, международное, там более 1 миллиона членов, поэтому это будет, безусловно, таким большим знаковым событием для нашей республики и для наших друзей. В
8 июля представители ряда политических и общественных организаций республики, в том числе оппозиционных, приняли совместное обращение к президенту Республики Абхазия Аслану Бжане, в котором высказались за выстраивание конструктивного диалога с властью. Президент Аслан Бжане отреагировал на данное обращение. «Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. Еще раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу», сказал президент. Аслан Бжане также подчеркнул, что как глава государства, наделенный равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно-политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение. Безусловно, укрепление основ государства, его развитие наряду с социально-экономической политикой немыслимо без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество с общественными институтами в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти. Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера. Обеспечение стабильности и безопасности страны, говорится в обращении. Главное в таком процессе – взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение друг к другу. Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. Еще раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу, подчеркнул глава государства. 12 июля состоялось очередное заседание сессии парламента республики. Повестка дня включала более 20 вопросов на различные темы. О том, как проходили обсуждения, какие мнения звучали, а также о принятых решениях, расскажет Эсма Гуланце. В начале заседания депутаты рассмотрели кандидатуры на должности судей Верховного, Арбитражного, Сухумского и Гулрыпского судов. Кандидатов представил министр по налогам и сборам республики Джансух Нанба, так как представитель президента в парламенте Саида Будба не смогла присутствовать на сессии. Путем тайного голосования Лия Адлиба и Эсма Курсая избраны на должности судей Верховного суда республики, Аксида Джения и Кама Аристава на должности судей Арбитражного суда. Марину Ануа депутаты избрали судьей Гулрыпского районного суда. Астамур Тванба избран судьей Сухумского городского суда. Депутат Батал Тапагу обратился к избранным судьям с просьбой решать имущественные вопросы максимально справедливо. То, что мы принимали в 1995 году, постановление Кабинета министров было и так далее, по поводу жилья, связано с тем, что жилье, принадлежавшее грузинскому населению, которое абхазское государство выдало нашим согражданам, у которых сгорели дома, потеряли жилье, и им вместо этого выдали это жилье и так далее, у нас уже начинают возникать определенные споры. Общество этим совершенно не согласно. Наша просьба, по крайней мере, моя и многих моих избирателей, к этому отнестись очень грамотно, потому что мы хотим от вас справедливости. Далее был принят законопроект о донорстве крови и ее компонентов, представленный депутатом Алхасом Джинджолия. Закон устанавливает правовые и социальные основы развития донорства в республике. К примеру, предполагает введение донорства на платной основе. Алхас Джинджолия представил еще один законопроект, касающийся государственной демографической политики. Как известно, ее основные задачи – повышение уровня рождаемости, сокращение уровня смертности, укрепление института семьи. Был разработан такой нормативный документ, и было две редакции, не скрою. Эта редакция более такая миролюбивая, что ли, в кавычках скажу. В ней дается определение демографических угроз населения. Здесь дается какой-то порядок ответственных лиц за демографическое население, определяются задачи, ответственные лица. И самое главное, что здесь определяется финансовый подход к решению этих вопросов. То есть
программный подход к решению. То есть утверждаться должна в идеале государственная программа совместно это с существующими структурами. Инициатива была принята в первом же чтении. Долгие обсуждения вызвал следующий законопроект о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Контрольно-кассовые машины – это современный эффективный инструмент, влияющий на учет выручки. Везде, где будут установлены данные аппараты, в режиме онлайн уполномоченный орган, в данном случае Министерство по налогам и сборам, будет получать в реальном времени информацию о всех транзакциях, которые совершаются на территории нашей республики. Это очень эффективный инструмент, который позволит в первую очередь защитить права и интересы потребителей, что немаловажно для нас. Во вторую очередь это позволит сократить, так скажем, количество налоговых проверок в частности. И очень важный момент, который отмечен в данном законопроекте, это установка контрольно-кассовой техники в кредитных организациях, в коммерческих банках. На вопрос депутатов о работе техники в условиях частых отключений света Джансух Нанба ответил, что сегодня есть масса моделей, которые могут функционировать какое-то время на автономном питании. Законопроект о применении контрольно-кассовой техники поддержала депутат Натали Смыр. Хорошим прорывом будет в дальнейшем, если мы установим контрольно-кассовую технику, это будет возможность отследить обороты, а тем самым у нас, вы же помните, мы выносили, в первом чтении был принят законопроект о упрощенной системе налогообложения. Это тот самый вид налога, который позволит нам очень много уйти от вопросов, так называемого ввозного НДС. То есть над этим вопросом мы тоже работаем. И что очень интересно, то есть будет налог с оборота. Это мировая практика, это мировое сообщество уже давно по этому пути пошло. Законопроект о применении контрольно-кассовой техники был принят в первом чтении. Были также рассмотрены и приняты вопросы, касающиеся физической культуры и спорта, здравоохранения, пожарной безопасности и налогообложения республики. Кроме того, было решено установить 4 декабря новым праздничным днем, посвященным службе государственной безопасности Абхазии. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Михаил Братухин, Сергей Каджа, Абхазское телевидение. Служба государственной безопасности Республики Абхазия проводит работы по выявлению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования с привлечением инспекторов Департамента по энергетическому надзору Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам. Так, в Галском районе в селе Алакумхара было изъято 668 единиц, в селе Абиркыт – 43 единицы. В Ткорчалском районе было выявлено 2 объекта по добыче криптовалют. На территории Пилорамы – 340 единиц. Ферма функционировала в виде криптоотеля на стеллажах и рубильниках, в которой были расположены счетчики потребления электроэнергии. Отключена майнинг-ферма на бывшем складе Министерства обороны Республики Абхазия. Здесь было изъято 311 единиц майнинг-оборудования. В Пицунде было демонтировано 327, в Гудаутском районе в селе Дурипш 60, в селе Хапста 50, село Бармыш 11 единиц. В Ачимчирском районе было выявлено 2 объекта, в селе Тамыш 98 единиц. В тот же день выявленное оборудование было вывезено за пределы Абхазии, а в самом городе Ачимчира 25 единиц. В Сухумском районе на территории нефункционирующего завода выявлено 26 единиц. В селе Нижняя Шира изъято 94. Владельца криптофермы обязали вывести оборудование из страны. Общее количество изъятого майнинг-оборудования с 7 по 11 июля составило 1774, 192 единицы на вывоз за пределы Абхазии. С 12 июля сотрудниками РУП «Черноморэнерго» в городе Пицунда на территории заброшенной воинской части была обнаружена незаконно действующая ферма по майнингу криптовалют. С данного объекта в соответствии с законом было изъято и отправлено на хранение 322 аппарата. Изъятием оборудования занимались сотрудники госстандарта Республики Абхазия в присутствии представителей РУП «Черноморэнерго» и сотрудников Пицунского отделения СГБ Республики Абхазия. Работы по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям будут продолжаться. Виновные будут подвергаться дисциплинарной ответственности.
На территории майнинг-фермы, естественно, стояли трансформаторы разных мощностей. Также они не имели технических условий. Трансформаторы стоят незаконно и подключены к высоким сетям линий Черноморэнерго. Трансформаторы были отключены с высокой стороны, кабеля были демонтированы. Трансформаторы – это собственность хозяина, и на данный момент трансформаторы находятся на территории, где были выявлены майнинг-фермы. Были составлены акты, протокола изъятия, все оборудование демонтировали, привезли на склад. Сейчас указ стоит, работает вообще круглосуточно. Ну, как показала практика, что в ночное время выявлять фермы легче, потому что некоторые включают только ночью, и днем они отключены. Совместно с сотрудниками СГБ мы выезжаем вечером и всю ночь отрабатываем по фермам. Бывает, что и не уезжая с территории, на вторые сутки тоже дальше дорабатываем. Дополнительные антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 12 июля. Министр культуры Гудиса Агарба подписал приказ, согласно которому с 12 июля приостановлена деятельность подведомственных учреждений культуры, театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений. Напоминаем, что согласно распоряжению президента с 5 июля в Абхазии введены ограничения. Из-за угрозы распространения коронавируса запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и других массовых мероприятий в закрытых помещениях. В нашей поддержке нуждается еще одна подопечная культурно-благотворительного фонда «Ашана» 10-летняя Николь Аргун. У девочки сложнейший диагноз. Сейчас Николь нуждается в госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения. В научно-практическом центре Москвы готовы принять девочку. Стоимость курса обследования и лечения – 345 тысяч рублей. Репортаж Сарии Кварцхелия. Николь – девочка с большими выразительными глазами. Учится она в 5 классе, любит петь и рисовать. Сразу и не скажешь, что она больна. Стеснительная Николь долго прижималась к своей маме, а чуть позже пообщалась с нами на камеру. Какие предметы тебе нравятся? Физкультура и математика. Физкультуру. А что на физкультуре любишь делать больше всего? Бегать. Бегать любишь? А кем будешь, когда чуть подрастешь? Куда хочешь пойти? Певица. Мама Николь Эдита с сожалением отметила, что ее дочери сложно бегать и веселиться, как ее сверстникам. Она хочет научиться ездить на велосипеде, самокате, но состояние здоровья не позволяет ей это сделать. К сожалению, от многого приходится отказываться, потому что это категорически запрещено. Да, она и физически не сможет ни на самокате, ни на велосипеде. Не в высоту, очень сложно, поэтому всегда рядом. Каждый день на протяжении всех 4 лет, что она ходит в школу, я каждый день в школе. Последний год устроилась техническим работником, чтобы быть еще ближе. Я каждый день у кабинета. Переживаю, боюсь опоздать, боюсь спать, боюсь упустить. Это очень сложно. С 5 лет у Николь участились эпилептические приступы. Родители девочки, уже самостоятельно не справляясь с недугами дочери, обратились в КБФ «Ашана». В 2018 году в Москве девочка прошла обследование, ей подобрали противосудорожную терапию, наступила ремиссия. Сейчас, помимо эпилептических приступов, у девочки наблюдается нарушение походки и функции правой руки. Она нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения. Период ремиссии судорог с 2018 года. Ребенок получает противосудорожную терапию в течение 3 лет. Ребенок нуждается в ближайшее время в сборе средств для того, чтобы провести ей обследование, чтобы решить вопрос, отменять противосудорожную терапию или же менять препарат. Нуждается в комплексной реабилитации и проведении ЭЭГ-мониторинга ночного. Также в неврологической клинике в специализированных условиях.
Стоимость курса обследования и лечения – 345 тысяч рублей. Для семьи Аргун сумма госпитализации неподъемная. Сейчас каждый из нас может изменить судьбу Николь и сделать ее счастливой. Не позволим, чтобы она стояла в сторонке и с грустью в глазах наблюдала, как весело резвятся ее сверстники. Диагноз ДЦП – это не приговор, он поддается определенному лечению. И самое важное в этом процессе – это оказать своевременную помощь еще в детском возрасте. В этот период как раз и накапливается тот запас здоровья, который можно получить для того, чтобы ребенок вернулся к полноценной жизни. Вот такие дети, они с такими сложностями, у них еще больше силы воли и желания жить полноценной жизнью. И вот с помощью вот этого безграничного желания и поддержки со стороны близких и общества, я надеюсь, можно очень больших успехов в борьбе с этой болезнью добиться. Без взаимопомощи, без взаимоподдержки бороться с трудностями становится все сложнее и сложнее. Поэтому я призываю своих друзей, коллег, всех, кто меня знает и слышит, поучаствовать в этом сборе, чтобы помочь маленькой Николь обрести здоровье и жить полноценной жизнью. Помочь Николь можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В рамках 18-го международного шахматного фестиваля «Абхазия приглашает» с 1 по 11 июля в Сухуми проходил шахматный турнир «Сухум Опен 2021». В нем участвовали 45 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России. Все победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Следующий турнир в серии «Абхазия Опен 2021» стартует 1 августа. Подробности турнира вы можете узнать в ближайшем выпуске о спорта Дуней на Абхазском телевидении. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 13 июля, в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 25, ночью плюс 18-24, днем плюс 28-32, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.